Добрый день, мои хорошие, мои уважаемые подписчики, зрители моего канала и мои друзья. Отвезла я внука и решила посмотреть мебель для внука. Наш центр, как вы знаете. И я приехала в магазин «Желтый диван» и стул. Сейчас посмотрим, что тут есть. Мы с внуком были. Он себе выбирал компьютерный стол и шкаф для белья, для одежды. Мы недавно с внуком были, смотрели стол компьютерный. Он выбирал вот такой стол. Вот. Ящички есть. Здесь можно книжки поставить. Компьютерный стол стоит 4640. Кирилл выбирал вот этот компьютерный стол. Есть вот такой еще стол. Этот стол слишком большой, у него комната маленькая. Это дешевле тоже. Сейчас я хочу купить ему вот этот стол. Ему надо еще шкаф для белья. И я остановилась на этом. Шкаф-купе. Вот здесь полочки. Даже обувь можно поставить. Цена 9360. А здесь можно вешать одежды. Вот это сверху прикрепляется. Вот здесь. И красота. Сейчас я ему и этот шкаф куплю. Шкаф маленький. У нас и комната маленькая. Поэтому я остановилась на этом шкафу. Вот он какой шкаф. Узкий. А здесь остальные шкафы большие, широкие. Наша комната не позволяет. Вот такой шкаф тоже есть. Тоже посмотрим. Вот какой он. Здесь очень высоко вешалка. Ему надо будет наступать вот здесь. Здесь, конечно, и полочки есть. Этот шкаф мне тоже нравится. Шкаф еще дешевле, 8660. Красивый шкаф есть вот, но большой. Этот шкаф мне тоже понравился. Не подходит к компьютерному столу. Я выбираю за 9360. Комод есть гладильной доской. Интересный. Все вот это закрывается сюда, как тумбочка делается. Мне один раз показали.
Мне еще понравился вот такой письменный стол. Но здесь компьютер невозможно поставить. Мой внук мечтает иметь хороший компьютер, поэтому пока готовимся купить компьютерный стол. Посмотрим, как закончит 6 класс. Рублей берем 13 300. Там скидка есть, да? Да, 8700 я вам со скидкой уже дала. Шкаф дают Да. за 8700, да? Да. Спасибо. Мне сделали скидку. Я вас снимать не буду, не бойтесь. Ничего Если страшного. хотите, сниму. Не надо. Не надо. У вас по карточке будет, да? Я оплачусь по карточке, да. Да, 13 300 все вместе будет. Держите карточку, пин-код вводите. Угу. Ой. Все, вот успешно. Стол компьютерный, шкаф Пегас, общая сумма 13 300. Угу. Спасибо. Пожалуйста, вам спасибо за покупку. Угу. Сейчас я ребятам скажу, вам погрузят. Ага. Увезу на своей машине. Да. Коленочки. У вас она спереди тут стоит, да? Вот тут впереди стоит. Какой диван красивый. Цвет приятный. Цена недорогая. Красота. Да. Пегас с этой стороны только отсюда надо будет вынести. А стол компьютерный вот здесь находится. Комод пеленальный тоже есть. Всего тут много. И двери есть, и межкомнатные двери есть. Вот магазин такой. Разные саморезы есть. Всего много. Приходи, да покупай. Вот коленочку мою мебель погрузили. Вот так. Не знаю я, как доеду. Магазин всего лишь 1 километр от нас. Спрашивают за доставку 400 рублей. Я отказалась. Ничего, доеду как-нибудь потихоньку. А сейчас пойду в Магнит, куплю детям фрукты. Вот и все. Я приехала на своей ласточке. Потихоньку доехала. Сэкономила 400 рублей. За 400 рублей я могу 60 километров до Стерлитамака доехать и обратно приехать. Вот так-то вот. Перевозка дорогая у них. А ты зачем хочешь закрывать? Ты куда собрался? Зачем хочешь закрывать дверь? Ключ поставь. Да, мы уже купили. Ты сейчас мне поможешь разгрузить. Мой внук подумал, что мы поедем за мебелью. Мы вчера с ним поговорили. До этого мы выбирали. Просто шкаф другой купила я. Подороже, получше. И поменьше. Очень классно. Моя комната, наверное, пойдет. Да, конечно, твою комнату. Только там надо соблюдать чистоту, убираться, пыль вытирать. Вот я дома купила в Магните фрукты, купила себе перчатки,
рассадами заниматься. Написано 10 штук. Стоит 170 рублей 90 копеек. Не знаю, перчатки, наверное, хорошие. Это заниматься рассадами. Я специально купила. Только не думайте, что реклама. Вот таких перчаток я купила. Вроде удобные. Удобные, но за 5 пар, конечно, дороговато. Вот комната Кирилла. Не хватает здесь люстры. Летом покрашу трубы. Линолеум вот такой красивый получился. Клеили плинтусы. Повесила вот такую тюль. Потолочные плинтусы сделали. Кабель-канал. Здесь будет у нас стоять компьютерный стол. Здесь диван стоит. А здесь будет стоять шкаф-купе. Вот так. Больше пока никаких изменений нет. Осталось мебель собирать. Вот так смотрится его комната. Купила я вот такой карниз. Он сам выбирал. Ну, где-то вот так. Конечно, я не профессионально сделала ремонт, зато чисто. Соберем мебель, будет красота. Освободится у Владика тоже в комнате книжная полка, шкаф для белья, вещей много. Вот будут жить в отдельных комнатах и будут требовать чистоту, будут убираться в своих комнатах. Мебель мы с Кириллом перетаскали в веранду. Надеюсь, в субботу соберем. Ему не терпится. Хочет сам собрать. Но пока он маленький, пока не получится. Но будет учиться смотреть. Диван у него хороший. Осталось люстру купить. 2 растущих стула у Владика в комнате. Но, наверное, придется все-таки купить ему еще компьютерный стульчик. Вот такие новости у нас. Больше никаких. А насчет здоровья, не переживайте. Я выздоровела. Все со мной хорошо. Надеюсь, дальше так же будет. На этом я свой влог заканчиваю. Всем пока-пока. До следующих встреч.